Очередная золотая медаль 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, с чем я вас поздравляю. Какие ощущения сейчас? Ну, сегодня был, как сказать, тактический бег. Ага. Утром погода была очень жаркая, поэтому решили бежать только чисто на выигрыш, не на время, чтобы было комфортно и чтобы у меня на завтра оставались еще силы. Завтра у меня 3 километра и есть основная соперница Наталья Леонтьева, которая специализируется на 3 километра. По бегу я так понял, ну, возможно, я ошибаюсь, вы ждали или вели Изабеллу Борисову. Вы подруги тренируетесь у одной из тренера? Да, мы с Беллой подруги и тренируемся у Татьяны Юрьевны. Уже у нас была установка до старта начинать тихо. Мы с Белой договорились, что я ее буду тащить первые 2 километра, а потом, ну, как получится, могу там быстрее бежать. Но тренер все время говорила, типа, не торопитесь, бежите спокойно. И все время нас останавливала. Ну, чтобы было комфортно и чтобы не сильно напрягались, потому что было супер жарко на улице. Вот 5 лет назад у себя на родине в Верхнеуральске ты выиграла и 5 и 3 у Натальи Леонтьевой. А в этом году, по сравнению с тем годом, ты не бежала в марафон, ну, я имею в виду в мае месяце. Ты 5 лет назад в мае месяце бежала марафон, и потом вот в июле выиграла у нее. А в этом году у тебя марафона не было, и, возможно, ты скоростные свои способности как оцениваешь по сравнению с тем моментом? Ну, тут совсем другая ситуация, потому что мы как бы к марафону не готовились, но у нас был очень тяжелый сезон, хотя мы никакой старт не делали, мы как-то вот уже год висим как-то не на определенном какой-то высоте, ну типа у нас нет определенного старта, вот что-то получается, что-то не получается, поэтому у нас не получилось подвести именно к полумарафону. Я бежала московский полумарафон и пробежала не очень хорошо, потому что мы начинаем готовиться к этому старту, а потом нам говорят отмена. Мы начинаем снижать объемы, а потом начинать, ну, типа, тоже вот держать форму очень сложно, поэтому в этом году совсем другая ситуация, и я не могу так сказать, что мы весь год готовились к дорожке. Мы начинали готовиться тоже так, типа, за месяц, до 1,5 месяца. Начиная с отборочного, мы начинали готовиться, можно сказать, к дорожке. Ну я вот рассуждаю, первый этап на шведской эстафете 2 минуты 15 было, да, у тебя? Вот скорость для марафонки очень хорошая, приличная, и завтра мы ожидаем очень интересную борьбу между тобой и Натальей Леонтьевой. Если не секрет, какую тактику? Ну, я, как сказать, буду бежать по своему графику, никого ждать не буду, как и делаю всегда на марафоне. Ну, у меня своя остановка, с которой мы обговаривали с тренером, и буду придерживаться этой установки. Ну, типа, нету такого, что я буду за кем-то сидеть или там что-то делать. У меня есть определенные время, по которому установка, по которому я должна бежать, я буду также придерживаться. В твоей спортивной карьере очень много таких медалей, вот 5-кратная чемпионка России. Насколько сильны вот такие медали спортивных игр народов Республики Саха и спартакиады Манчары? Я очень люблю участвовать в таких соревнованиях, и я очень горжусь этими медалями. В каждой медали есть своя история, можно так сказать, и для меня это очень ценно. И так как они еще очень красивые, у меня есть коллекция красивых медалей. Счет какой-нибудь ведешь по медалям? По медалям давно не веду, потому что их очень много. Да, очень много. Ну что ж, пожелаем вам удачи, и чтобы все было открыто, и международные старты у тебя все получились. И вот сегодня ты на пресс-конференции озвучила, что получила киргизский паспорт, да? Да. И пожелаем, чтобы в этот раз на Олимпийских играх, которые будут проходить в Париже в 2024 году, у тебя все получилось. Спасибо. Спасибо большое. Да.